Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте, наши любимые зрители! А особенно хочется поприветствовать наших маленьких, красивых, веселых, озорных, добрых зрителей театра кукол Алакай. Как и все мои коллеги, сегодня я приготовила вам сказки. Сейчас я хочу для вас прочитать сказку, которая называется «Хломушка». Садитесь поудобнее. Итак, я начинаю читать свою сказку. А всем вам желаю приятного прослушивания. Жил-был на свете мельник, и он был бедный-пребедный. Но была у него красавица-дочь. Случилось ему однажды вести с королем беседу. И вот, чтобы вызвать к себе уважение, говорит он королю: «Есть у меня дочка, и такая она искусница, что умеет из соломы золотую пряжу прясть». Говорит король мельнику: «Это мне нравится. Если дочь у тебя такая искусница, как ты говоришь, то приведи ее завтра ко мне в замок, пусть покажет мне свое искусство». Привел мельник девушку к королю, отвел ее король в комнату, полную соломы, дал ей прялку, веретено и сказал: «А теперь принимайся за работу. Но если ты к утру не перепрядешь эту солому в золотую пряжу, то не миновать тебе смерти». Запер ее на ключ, и осталась она там одна. Вот сидит бедная мельникова дочка и не знает, что ей придумать, как свою жизнь спасти. Она-то не умела из соломы золотую пряжу прясть. И стало ей так страшно, что она, наконец, заплакала. Вдруг открывается дверь, и входит к ней в комнату маленький человечек и говорит: «Здравствуй, мельникова дочка. И ты чего так горько плачешь, м?» «Ах, — ответила девушка, — я должна перепрясть солому в золотую пряжу, а я-то не знаю, как это сделать». А человек ей говорит: «Что ты мне дашь за то, если я тебе ее перепряду?» «Свое ожерелье, — ответила девушка. Взял человечек у нее ожерелье, подсел к прялке, и тур-тур-тур 3 раза обернется веретено, вот и намотано полное мотовило золотой пряжи. Вставил он другое, и тур-тур-тур 3 раза обернется веретено, вот и второе мотовило полно золотой пряжи. И так работал он до самого утра и перепрял всю солому, и все мотовила были полны золотой пряжи. Только солнце взошло, а король уже явился. Увидел он золотую пряжу, удивился, да и обрадовался, но стало его сердце еще более жадным к золоту. Велел он отвести мельникову дочку во вторую комнату, а была она больше первой и тоже полна соломы. И приказал он девушке, если жизнь ей дорога, всю солому за ночь перепрясть.
Не знала девушка, как ей быть. Как тут горю пособить? Ну вот снова открылась дверь, явился маленький человечек и спросил: «Что ты дашь мне за то, если я перепряду тебе солому в золото?» «Дам я тебе колечко с пальца», — ответила девушка. Взял человечек кольцо, начал снова жужжать веретеном и к утру перепрял всю солому в блестящую золотую пряжу. Увидел король золото, обрадовался, но ему и этого показалось мало, и велел он отвести Мельникову дочку в еще большую комнату, а соломы в ней было полным-полно. И сказал ей король: «Ты должна все это за ночь перепрясть. Если тебе это удастся, станешь моей женою». Хоть она и дочь мельника, подумал он, но жены богаче ее мне во всем свете не найти. Осталась девушка одна, и явился в третий раз маленький человечек и спрашивает: «Что ты дашь мне за то, если я и на этот раз за тебя солому перепряду?» «Нет у меня ничего. Что я бы могла тебе еще дать?» «Тогда пообещай мне своего первенца, когда станешь королевой». «Кто знает, как она там еще будет», — подумала Мельникова дочка. Да и как тут было горю помочь? Пришлось посулить человечку то, что он попросил. И человечек перепрял ей за это и еще раз солому в золото. Приходит утром король, видит, все сделано, как он хотел. Устроил он тогда свадьбу, и прекрасная дочь мельника стала королевой. Прошел год, и родила она прелестное дитя, а о том человечке и думать позабыла, как вдруг входит он к ней в комнату и говорит: «А теперь отдай мне то, что обещала». Испугалась королева и стала ему предлагать богатство всего королевства, чтобы он только согласился оставить ей дитя. Но человечек сказал: «Нет, живое мне милее всех сокровищ на свете». Опечалилась королева, заплакала, и сжалился над ней человечек. «Даю тебе 3 дня сроку», — сказал он. «Если за это время ты мое имя узнаешь, то пускай твое дитя у тебя и останется». Королева всю ночь вспоминала разные имена, которые когда-либо слышала, и отправила гонца по всей стране разведать, какие есть еще имена на свете. На другое утро явился человечек, и начала она перечислять имена, начиная с Каспара, Мельхиора, Бальтазара, и назвала по порядку все имена, какие знала. Но на каждое имя человек отвечал:
Нет, меня зовут иначе. На другой день королева велела разузнать у соседей, как их зовут, и стала называть человечку необычные и редкие имена. «А может, тебя зовут Дохлая Кляча? Или Баранья Нога? Или как же там, может, Косолапый?» Но он все отвечал: «Нет, меня зовут иначе». На третий день вернулся гонец и сказал: «Ни одного нового имени найти я не мог. Но вот забрел я далеко-далеко к высокой горе, покрытой густым лесом, и увидел там маленькую избушку. Пылал перед нею костер, а через него скакал такой смешной, забавный маленький человечек. Он прыгал на одной ножке и кричал: «Нынче пеку, завтра пиво варю, у королевы дитя отберу. Как хорошо, что никто не знает, что хломушкой меня называют». И обрадовалась же королева, услыхав это имя. Вскоре к ней в комнату явился опять человечек и спросил: «Ну, госпожа королева, как же меня зовут?» А она сначала спросила: «Может быть, Кунс?» «Нет». «А может быть, Гейнс?» «Нет», — ответил маленький человечек. «Уж не хломушка ли ты?» «Это тебе сам черт подсказал, сам черт подсказал!» — завопил человечек и так сильно топнул со злости ногой, что провалился в землю по самый пояс. А потом схватил в ярости обеими руками левую ногу и разорвал себя пополам. Так, давайте прочитаем комментарии. Тут у меня присоединились мои коллеги. Здравствуйте, мои любимые коллеги, как я по вам соскучилась. Обнимаю всех и целую, мои коллеги. Басыңыздағы гүліңіз әдемі екен дейді. Рахмет, Гаухар. Махаббат, сәлем. Сәттілік, керемет. Рахмет, рахмет большой. Спасибо за комментарий большое. Дамиткен, салем, салем, Дамиткен. Ну вот, дорогие мои друзья, я вам одну сказку прочитала. Наверное, вы запомнили, да? Эта сказка называлась «Хломушка». А сейчас я хочу вам прочитать еще одну сказку. Сказка называется
Айболит и воробей. Если вы позволите, я начну читать. Итак, Айболит и воробей. Злая, злая, нехорошая змея молодого укусила воробья. Захотел он улететь, да не мог, и заплакал, и упал на песок. Больно, воробушку больно, и пришла к нему беззубая старуха, пучеглазая, зеленая лягуха. За крыло она воробушка взяла и больного по болоту повела. Жалко воробушка, очень жалко. Из окошка высунулся еж. Ты куда его, зеленая, ведешь? Квак, к доктору, миленький, к доктору. Подожди меня, старуха, под кустом. Мы вдвоем его скорее доведем, ответил еж. И весь день они болотами идут, на руках они воробушка несут. Вдруг ночная наступила темнота, и не видно на болоте ни куста. Страшно воробушку, очень страшно. Вот и сбились они, бедные, с пути, и не могут они доктора найти. Не найдем мы Айболита, не найдем, мы во тьме без Айболита пропадем. Вдруг откуда-то примчался светлячок, свой голубенький фонарик он зажег. Вы бегите-ка за мной, мои друзья, жалко мне больного воробья. И они побежали бегом за его голубым огоньком и видят вдали под сосной домик стоит расписной. И там на балконе сидит добрый, седой доктор Айболит. Он галке крыло перевязывает и кролику сказку рассказывает. У входа встречает их ласковый слон и к доктору тихо ведет на балкон. Но плачет и стонет больной воробей. Он с каждой минутой слабей и слабей. Пришла к нему смерть воробьиная. И на руки доктор больного берет, и лечит больного всю ночь напролет. И лечит всю ночь до утра. И вот поглядите, ура, ура! Больной встрепенулся, крылом шевельнул, чирикнул чик-чик и в окно упорхнул. Спасибо, мой друг, меня вылечил ты, вовек не забуду твоей доброты. А там у порога толпятся убогие, слепые утята и белки безногие. Худой лягушонок с больным животом, рябой кукушонок с подбитым крылом. И зайцы волками искусанные, и лечит их доктор весь день до заката. И вдруг засмеялись лесные зверята.
Опять мы здоровы и веселы, и в лес убежали играть и скакать. И даже спасибо забыли сказать. Забыли сказать «до свидания». Вот так вот, мои дорогие друзья. В лес убежали играть и скакать, и даже спасибо забыли сказать. Спасибо, до свидания, пожалуйста. Это такие волшебные добрые слова. А я, пользуясь случаем, хочу от всех нас сказать большое спасибо нашим медицинским работникам за их неустанный труд. Большое вам спасибо, уважаемые медики. Так, давайте прочитаем комментарии. Сәттілік Болатбек пишет: спасибо большое. Рахмет большой. Гульнара, ждем вторую.